Вновь мы рады приветствовать вас на нашем канале, и у нас очередной внеплановый выпуск на очень пикантную тему. Мы уже рассказывали в предыдущих роликах о переименовании улиц в Павлодаре. И как всем уже стало известно, 18 января текущего года была затронута тема о переименовании самого города. Набирающий популярность в Казахстане блогер Маргулан Боранбай организовал встречу с павлодарскими активистами, где был рассмотрен вопрос по поводу переименований самого города. Были разные и весьма интересные предложения. Сам же Боранбай выдвинул идею о переименовании города в Ертыс. Однако единогласным решением было утверждено переименовать Павлодар в Сарыарка. Это звучное и красивое название как нельзя лучше подходит для этих мест. Данное предложение должно было быть отправлено в соответствующие инстанции на рассмотрение. Но, как мы знаем, в Казахстане полно ватников, ну а в Павлодаре их просто немерено. И один из них пробрался на заседание и попытался высказать свое мнение. Давайте же его послушаем. Менің атам Александр, мен орыс. Да, вот, я вот слушаю, мен жартылай қазақша, жартылай орысша. Земляки, вот мне вот я вот сижу и слушаю. Конечно, вот это декоммунизация, деколонизация, да, вот такие слова, да, вот. Я все же считаю, Казахстан көп ұлттық республикасы. И Кавказ халық, орыс халық, олар кім? Чужие, немесе біздікін. Мына біздік халық. Біздік халық. Біздің сөз бар. У нас нету другой земли. Вот я родился, мен тәуелсіздік туғаным, Казахстаным. Я родился в независимом Казахстане. И что, вот, у меня другой страны нету. Я теперь также должен здесь, а также я часть Казахстана и хочу также участвовать. Ну что я хочу сказать? Ведь смотрите, вот переименовали раз, переименовали два улицу, да, вот момент. А когда Советский Союз, да, образовался, вот в Ленина сразу переименовали, вот сразу. И мы смотрим, да, вот молодежь на это. Те же самые рычаги. И сейчас те же самые, так же вы конкретно предложили. таким же сценарием поступаете. Александр, извиняюсь, Хабике, Александр, Советский Союз так по общественной службе не проводил по переименованию. Вот. Они просто принимали решение, будет Ленин. Как мы видим, этот смуглый парень, больше похожий на представителя Кавказа или метиса, среди множества неразборчивых слов сделал знаковое и весьма смешное заявление «Мен орыс». Вообще, конечно, очень забавно, когда люди неславянской внешности гордо выкрикивают, что они русские. Несмотря на тот факт, что в самой России его бы приняли за приезжего и с пренебрежением назвали бы хачом или того хуже. Ну так вот, естественно, он выступил против переименования, но вместо аргументов с его стороны были какие-то невнятные попытки высказать свое недовольство. То, что с такими элементами пытаться вести какой-то диалог бессмысленно, известно всем. Вместо каких-то реальных причин из их уст звучит только совковая пропаганда и напыщенное хвастовство. Рациональное мышление у таких людей отсутствует. Это легко замечается из его противоречий своим же словам. Как мы слышали, он сказал, что он родился в независимом Казахстане, то есть уже после развала СССР. Но вместо того, чтобы поддержать замысел активистов, он рьяно противится этому и отстаивает интересы местных пророссийских ватников. Ведь именно при Российской империи форпосту, ставшему заштатным городком, было дано имя в честь новорожденного царского отпрыска Павла Александровича. Чтобы объективно объяснить всю важность и целесообразность предстоящего переименования, необходимо выяснить, откуда взялось такое название у города и почему оно не актуально в современном Казахстане. Официальная история России гласит, что линия крепостей, именуемая Сибирской линией, была возведена якобы для защиты казахов царской России от могущественного джунгарского ханства. Именно на этих рассказах и строятся мифы о том, что русские спасли казахов от истребления. Но, как мы видим на карте, линия крепостей протянулась вдоль всех границ казахских владений. То есть все эти крепости служили защитой от набегов кочевников в целом.
а Тоболо-Ишимская и Иртышская линии как раз и были противопоставлены казахам Средней Орды, а не для их защиты. В подтверждение моих слов обратим внимание на исторические и статистические сведения карты. Цитируем прямо по тексту. Казаки сибирского линейного войска происходят от остатков дружин Ермака, поселившихся, внимание, в завоеванном крае. К ним в различные времена причислялись новые казачьи отряды с Дона, Волги и Яика, служилые и другие люди, стремившиеся в Сибирь для торговли, а также стрельцы, охотники из пленных шведов, драгуны, татары и малолетние дети отставных солдат. Нынешнее народонаселение в 88 450 душ обоих полов, в том числе крепостных помещичьих крестьян, офицеров Сибирского линейного казачьего войска, 160 душ. Главнейшая служебная обязанность состоит в содержании отрядов в Киргизской степи. Повторяем, главнейшая служебная обязанность состоит в содержании отрядов в Киргизской степи. Как мы видим, это была прямая экспансия. Это были захваченные территории, которые они пытались удержать за счет вновь прибывшего войска. После разгрома Джунгарского ханства империи Цин, Российская империя только усилила колониальное продвижение вглубь казахской степи. И тогда крепости и форпосты начали терять свою стратегическую значимость и стали превращаться в обычные поселения и станицы, в которые хлынул огромный поток переселенцев. Позже, в 1838 году, Коряковский форпост был преобразован в станицу Коряковскую. Именно прибывшие переселенцы с центральных губерний России, то это купцы и крепостные, добивались изменения статуса казачьей станицы, дабы больше не чувствовать себя гостями, но хозяевами чужих земель. Итак, в апреле 1861 года Коряковская станица получает статус заштатного города с наименованием Павлодар в честь новорожденного князя Павла Александровича. Из всего вышеизложенного становится очевидным, почему потомки некогда понаехавших сюда переселенцев так держатся за это имя. Потому что, лишившись его, они потеряют право на проживание здесь, право на то, чтобы считать эти земли своими. Теперь давайте перейдем ко второй части нашего выпуска. Тот смуглый парнишка из Павлодара, зовущий себя русским, является ярко выраженным продуктом советской политики русификации, когда многие народы записывались в русских, и им прививалась соответствующая идеология. Тогда было модно быть русским, будь ты казах, украинец или татарин, все пытались походить на русских. Ведь все нерусское часто высмеивалось, а национальные языки вообще находились в резервации. Именно поэтому языки уже малых народов современной России сохранились только в сельской местности, да и то лишь у старшего поколения. Те же чуваши или мордвины уже потеряли свою национальную идентичность и забыли родные языки. То же касается и многих народов Крайнего Севера. Ведь если ты хотел поступить в вуз или устроиться на работу, ты должен был хорошо владеть русским языком. И те, кому этого не удалось, так и остались на задворках, без возможности расти дальше. А те, которым удалось овладеть русским языком и получить высшее образование, перенимали ментальность русского народа, идеологию превосходства старшего брата. Многие забыли родные языки и стали атеистами. История их народов была стерта, и они обрусели. Все это привело к тому, что новые поколения подконтрольных России народов, именуемые младшими братьями, выработали в себе комплекс неполноценности. Многие начали стесняться своей внешности и своей национальности. Так и появилась армия обрусевших мангуртов, которые готовы были откреститься от своих корней, но зато с рвением будут кричать о величии Советского Союза. К сожалению, несмотря на то, что Советский Союз уже давно развалился, его оманкурченные адепты в Казахстане по-прежнему с пеной у рта продолжают топить за русский мир,
порой даже сами этого не понимая. Давайте же посмотрим на одного из них. Не отбирайте имена у городов, ведь вы у нас историю крадете. Нельзя взирать на этот шаг без слов, ведь это словно птицу сбить на взлете. Ведь слово «павлодарец» словно бренд, с рождения нам душу согревает. С ним связан весь духовный наш контент, который девальвации не знает. Не трогайте любимый Павлодар. С ним связано рождение, детство, зрелость. Да и сейчас, в годов своих разгар, мне расставаться с ним бы не хотелось. А теперь давайте послушаем прекраснейший ответ моего коллеги на стих этого обрусевшего человека и других манкуртов Павлодара. На землях вечного Алаша, где грусть 15 веков на молодое сердце наше стилает материнский кров, величат городские крыши рождение царского дитя. Павлуши, сына Александра, в веках гордыню затая. Приняв всю ярость комиссаров на ветхую свою спину, под рев колчаковских ударов, родов погибель, плач зинданов, Алаш в былины канул мой, кровоточащий и немой. Но вот полыни слышен запах, Самала молодой порыв, Алаш мой тихим маруахом в туманном поле красных маков излечил тяжкий свой нарыв. Окинул взор он свой без страха на родичей своих детей в косоворотках и попахах, и молвил: братья вы казаху, и дети вы моих степей, храните век заветы предков и матерей язык родной. Но дивные степей просторы, леса, озера, реки, горы казах берег веками мой. Голос не велит сыну изнемогающего предка детей царей чужих величить, он совесть праведную кличет, твою, мою, внемли ему. И в завершении, зная, что меня снова назовут разжигателем или нациком, хочется ответить: нацик — это тот, кто противится возрождению казахского самосознания. Тот, кто, живя уже 30 лет в независимом Казахстане, так и не желает учить государственный язык. Ведь если взглянуть в прошлое, Казахстан действительно был многонациональным. В годы советских депортаций у нас поселилось множество разных народов. Это немцы, татары, башкиры, чеченцы, ингуши, крымчане, корейцы и многие другие. И практически все они легко и без пренебрежения заговорили на казахском и уважали нашу культуру, тогда как переселенцы с Великой и Необъятной по-прежнему воют и негодуют, если заговорить с ними по-казахски. И здесь как нельзя лучше подойдут слова, приписываемые Карлу Марксу, однако сказанные на века. Не знать языка страны проживания может гость, идиот или оккупант, насаждающий свой язык.